Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в местечке Магистраль. Здесь мы продолжаем устройство кровли. Посмотрите, как шикарно, как красиво и свежо выглядит кровля. Мы ее покрыли мягкой черепицей. И параллельно приступили к черновой отделке дома. Посмотрите устройство кровли, насколько аккуратно она была сделана. Шикарно выдержан рисунок, сделаны снегозадержатели. Все шикарно. Крепко еще так, да? Хорошо. Здесь у нас осталось вывести вентиляцию, то есть вывод вентиляции и добить конек. А так в целом кровля готова. Вот такой рисунок. Очень красивый, шикарный рисунок. Все. Так, ладно, кровлю показал. Ну, вот она выглядит, что на нее смотреть, крыша и крыша. Давайте теперь посмотрим наше начало по черновой отделке. Ну, здесь у нас классика жанра, были просто балки. Да, ну в нашем случае это балки 100 на 200, что по потолку, что ранее по полу. А сейчас мы видим здесь фанеру. И не просто так. Что мы сделали? Мы сначала настелили снизу пароизоляционную пленку. Настелили. Далее подбили доску снизу с шагом 10-15 сантиметров, просто чтобы утеплитель не упал. С внутренней стороны, вот с этой, мы утеплили пол 20 сантиметрами. То есть наложили сначала первый слой утепления. Далее вот все стыки перекрыли следующим слоем, потом следующим третьим слоем, потом еще четвертым слоем. То есть здесь 20 сантиметров очень плотного герметичного утепления. Далее опять укрыли все это наше счастье пароизоляционной пленкой. Вот такой изоспан. Она также помогает сохранить тепло в доме. Некий такой барьер. Кроме того, если вдруг есть бытовая влага, она также предотвращает проникание данной влаги в утеплитель, и утеплитель полноценно выполняет свою функцию. Потому что сырой утеплитель, он теплопроводен, ну сырой, раз сразу все тепло и будет уходить из дома. То есть хорошо выполняет свою функцию. Кроме того, защищает внутреннее помещение от пылеватости. Но все равно утеплитель немного пылит. То есть пленкой мы все это счастье закрыли. И кроме того, для вас, для наших заказчики, мы еще проклеиваем все специальной вот такой лентой Изоспан Проф. Реально герметично получается. Вот эта лента, она приклеивает пленку к древесине. Реально все очень герметично. Посмотрите, как все натянуто. Но стыки пленок мы тоже проклеиваем. Все очень герметично, чтобы пылеватости никакой в доме не было. Сейчас покажу. Видите, как все приклеено. Не буду отрывать, но это, видите, приклеено. Это не на степлер. То есть все герметично. Видите, проклеено. Здесь тоже есть проклейка. Все очень герметично получается. Чистенько, аккуратненько и очень герметично. Далее мы укладываем по лазеру фанерные лаги. Вот мы видим, они уже уложены. И дальше идет следующая работа. Укладка фанерных листов. Как идет работа? То есть мы выставили половые лаги, далее нарезали листы, как вы видите, прочертили все карандашом, то есть в каких местах пойдут саморезы. Далее сверлом мы делаем технологические отверстия, потом зенкером специальной насадкой на шуруповерт расширяем отверстие и уже потом закручиваем саморезы. То есть получается очень эстетически красиво и качественно.
Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать кровлю, или сделать черновую отделку, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, посчитаем. Будем рады построить дом вашей мечты. Все, до встречи. До встречи.